Ай, мен де енді ожалық hakkımı берейim. Yerimi kurulup. Hoş geldiniz. İlk evvela hepinizni bu güzel akşamdan hayırlamak isteyim. Ve ilki de hepinizden şimdi Rus tiline geçeceğimden afı sorayım. Ama vaziyetimiz böyle ki şimdiki vakitte ben bu malumatını Rus tilden bilsem faydası daha da çok çıkacak. Çünkü daha çok adamlar bu malumatını anlap olacak. Итак, сегодня у нас такая попытка впервые провести такой базовый вводный курс в крымско-татарскую хореографию, чтобы хоть как-то познакомить наш народ с истоками его танцевальной культуры, с такой небольшой экскурсией в историю танца за последние 250 лет и в историю того, как танец искажался и продолжает искажаться на сегодняшний день. Во-первых, о фундаментальных принципах крымско-татарской народной хореографии скажу в первую очередь. Крымские татары, ильхамдулилля, мусульмане, последние уже очень много веков, и поэтому крымско-татарская хореография изначально раздельная. То есть мужчины с женщинами в паре не танцуют. Поэтому мы начнем с одного большого блока, мы начнем говорить о мужском танце. Изображение, которое вы видите на своем экране, это первое изображение крымско-татарского мужского танца, которое на сегодняшний день вообще существует. Работа немецкого художника Христиана Гейслера, который посетил Крым в 1793-94 годах. То есть прошло всего 10 лет после падения Крымского ханства. Как видите, базовые позиции узнаваемы. То есть если этих мужчин запечатлеть на сегодняшний день, да, в принципе, мы в той же позиции остались танцевать. Вторая работа тоже ранняя. Рисунки, к счастью, некоторые до нас дошли. Это 1800 год. Работа в альбоме Сумарокова. Здесь изображена сцена из крымско-татарской свадьбы. Вы видите, там слева подъезжает карета с невестой. Карета, естественно, крытая. Невесту никто видеть не мог. То есть невеста приезжала укрытая, скрытой каретой, и потом специально натягивали ткань, чтобы невеста вот по этой ткани, никому невидимая, могла пройти в дом жениха. С течением времени мужская хореография стала запечатлеваться не только на рисунках, но и на более точном таком элементе фиксации на первых фотографиях. Первые фотографии в Крыму появились во второй половине XIX века, после Крымской войны. И вот эта фотография одна из самых характерных и ярких. Я ее очень люблю. Надеюсь, когда-то она будет украшать обложку книги о крымско-татарском танце. Фотографии троих мужчин. Это 1864 год. У них немножко такие отвисшие руки. Это не просто так. Как вы понимаете, фотография — это не щелчок, как сегодня. В то время им приходилось стоять так несколько десятков минут, чтобы могли запечатлеть, поэтому за это время руки, естественно, у них устали. Вот вы видите мужскую свадьбу в Харасу-базаре. Это та же эпоха. Естественно, ни одной женщины на этой фотографии нет. Мужская хореография в целом цельно и очень плотно связана с инструментальной музыкой, потому что мужчины танцуют в основном под инструментальное исполнение, и музыканты развивались именно в жанре, в танцевальном, в мужском танцевальном жанре. Вот на этой фотографии, если присмотреться, вы увидите даулджи и зурнаджи, которые там есть. Видите, какое количество народу, да? То есть крымско-татарские свадьбы многолюдные были изначально, и на сегодняшний день продолжают сохраняться таковыми. И уже ближе к нашей эпохе в Крыму был такой французский путешественник Жозеф Дебай, который оставил нам ряд фотоснимков, из которых одни из самых интересных были сделаны в том числе и в процессе проведения борьбы куреш, то есть крымско-татарской традиционной борьбы, которая могла проводиться просто, либо проводилась в составе свадьбы, что на сегодняшний день для нас очень интересно звучит, в составе байрама, да. И победитель танцевал свой победный танец. И вот, собственно, этот танец попал на фотографии Жозефа Дебая. Это конец 19 века. Вот здесь вы видите его в одной позиции, дальше увидите в нескольких других. Вот видите, какое количество мужчин.
Вот эта фотография очень интересна. Позиция, в которой находится танцор, мы ее вообще сейчас не используем, мы даже не знаем, что она такая была когда-то. Руки у него сомкнуты вот так. То есть вот так сейчас делают анатолийские турки в ряде регионов. Мы уже давно эту базовую позицию утратили. И поэтому она на сегодняшний день непонятно в каком контексте, в каком жанре, в каком регионе, в каком хореографическом элементе она применялась. Но благодаря этой фотографии мы немного можем понять, что не все элементы, которые мы сегодня считаем крымско-татарскими, не все они сохранились. То есть какая-то часть была утрачена, и мы на сегодняшний день не представляем, как она выглядела. В целом, как я уже сказал, мужская хореография, она инструментальная, она, такая маскулинная, у нее есть ряд характерных движений, которыми мужчины передают свои эмоции, потому что танец — это в первую очередь передача эмоций. На сегодняшний день очень сильно раздут этот вопрос там о символизме, о чем-то еще. На самом деле у человека потребность танцевать точно такая же, как и сегодня была. Это для того, чтобы выразить свою эмоцию, какую-то обряд соблюсти, да, то есть какие-то вот очень понятные нам сегодня вещи были и у наших предков, но совсем-совсем в другом контексте. В 20-е годы, при советской власти, с становлением Крымской АСР, крымско-татарский мужской танец был поставлен на сцену изначально на народных принципах, которые все больше и больше с течением времени искажались. Об этом мы поговорим подробнее еще в другом большом блоке. Вот те принципы, которые были заложены в то время, нам во многом именно они и были переданы. То есть это уже был не фольклорный, не первичный танец, это был народно-сценический танец. И именно этот танец мы уже много-много поколений передаем друг другу через свои хореографические школы. Но и эта хореографическая школа претерпела много изменений за последнее время, поэтому сегодня мы вместе с Надир Ходжа, с ансамблем «Хаял» покажем вам базовые позиции крымско-татарского мужского танца, ряд движений, которые максимально близки к тому народно-сценическому танцу, который существовал в 20-е годы. Енді сос Надир Ходжаға. Ассаляму алейкум, хайрлы ашамлар эркезге. В визуализации этого всего дела нам помогут солисты ансамбля «Хаял», Алим Таев, bizim yiğitlerimiz, Seyit Abla Bektaşov, bizim kızlarımız Hatice Hüseyinova ve Azile Halilova. Sağ olunuz kızlar. Oturunuz. Ахайлар, yiğitler. Мы начнем с базовых позиций ног, разберем две основные в основе, которые лежат в народно-сценического танца. Это шестая позиция ног. Носочки немного разведены в рост, стопы мы держим вместе. Позиция используется в основном в движении. То есть в статичном передаче образа мы используем другую позицию. Вот как раз следующая, третья позиция, это позиция 50 на 50, она задействована в передаче статичного образа крымско-татарской сценической хореографии. И в основе большинства движений вот как раз эта позиция лежит. Принцип ее выполнения: стопы перпендикулярны друг другу, пятка делит стопу пополам, вариативность ее как правая нога, так левая нога может быть впереди, все зависит от сценических рамок. Следующее, к чему мы перейдем, это положение рук. Положение рук разберем два. Сначала положение рук на поясе, а потом положение рук в пространстве. Положение рук на поясе принципиальная позиция, закрытая у мужчин, полностью фаланги пальцев собраны в кулак и большой палец отведен в сторону. Для того, чтобы захватить пояс. Положение по высоте, так чтобы было понятно, да, мы кладем вот этот вот промежуток между указательным и большим пальцем на бедренную кость, большим пальцем захватывая пояс. И положение рук, что очень важно принципиально, локти отведены в сторону, локти мы назад не заваливаем ни в коем случае, и вперед также не заваливаем, для того, чтобы сохранять осанку, ну и, естественно, не разваливать наш образ. Следующее положение рук в пространстве. Сейчас разберем третью позицию рук. В основе народно-сценического танца, опять же, лежит классическая хореография.
Да, то есть все, что в какой-то момент реформировалось, оно исходя из базы классической хореографии. Третья позиция, точнее, рук. Еще с детства я запомнил фразу Мунироджа Аблаева, это первый мой преподаватель: ни в коем случае не выше линии бровей. Вот с детства, с 4 лет укоренилась эта фраза, и вот до сих пор она с нами, и вот передаем следующему поколению. Положение рук чуть выше плеч и не выше линии бровей. При этом локоть у нас слегка согнут для того, чтобы мобильность в локтевом суставе сохранялась. То есть если мы вытянем руку полностью, то уже вариативность движений сужается. Позиция ладони, положение ладоней при этом имеет 2 формы. Да? Открытая ладонь, как сейчас, большой палец отведен, и закрытая в кулак. При этом запястье слегка согнуто. Так что стремиться вверх ладони, стремиться в горизонтальное положение. Есть. Основное движение руками, ладонями конкретно, которые мы выполняем в танце, это прокручивание вокруг оси предплечья кулака. Или yapınız. Utanmanız yapınız. Вот. Для этого мы разворачиваем ладонь кверху и прокручиваем кулак вокруг оси предплечья. При этом слегка изгибая запястье. Есть. Можно несколько раз повторить. Бір-екі, уч, бір-екі, уч, бір-екі, уч. Doğru. Sağ olunuz. И примечательно, что пальцы мы можем открывать, если музыка соответствует, акцент, мы можем выделять открытием резким пальцев. Также мы можем, если мы поднимаем руки снизу, плавно открывая и плавно доводить пальцы до этого положения, до положения открытой ладони. Также, что нас выделяет от многих других народностей, да, приближенных к нам, тех культур, которые на нас повлияли, в какой-то степени это движение плечами. Движение плечами в ритмический характер с зилли-даре. То есть если у нас такую сильную долю, основную сильную долю дает чубухлы давул, то зилли-даре дает ритмический рисунок, в характер которого мы сопровождаем пожиманием плечей. Следующее, что мы разберем, это основной шаг. Основной шаг, в основе лежит 6-я позиция. Его мы выполняем на полупальцах обязательно. Счет при этом зациклен на цифре 3. То есть мы доходим до цифры 3, и счет заново начинается. Принцип движения: мы чередуем опорную ногу. Под каждый счет чередуем опорную ногу. Башлай хахаляр сахаярнин. Ве биреки уч, биреки уч, биреки уч, биреки уч. Oldu yeter. И в движении покажем. Sağ tarafqa to gerek, sol tarafqa to gerek. Son kollarla beraber. Başlayıq. Ve 1-2 uç, 1-2 uç, 1-2 uç, 1-2 sol tarafqa, 1-2 uç, 1-2 uç, 1-2 uç, 1-2 uç. Oldu ve kollarla beraber ve 1-2 uç, 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 1-2 uç. Oldu. Yeter, sağ olunuz. Также разберем 2 основных движения, точнее, одно основное, второе в совместной работе с Рифат Ходжа проработано с фильма «Алим», такое аутентичное движение. Сейчас первое движение, самое распространенное движение в народно-сценической хореографии, это падыбаск в классической хореографии, в крымско-татарской хореографии это сарма. Это название впервые я услышал также от первого своего преподавателя Мунироджа Аблаева и в ансамбле Джемиле при руководстве Джемиле Ханум Усмановой. Аутентичное название, схема
Почему такое название? Схема движения напоминает заворачивание виноградного листа. Выполняется также на высоких полупальцах. И принцип тот же, что и в переменном шаге. Мы меняем опорную ногу, при этом отводя ее вперед. Свободную ногу отводя вперед. Башлайх. Ве. Биреки уч, биреки уч, биреки уч, биреки уч. Олду саунус. И второе движение, вот как раз из фильма «Алим», мы покажем. На экране тоже оно. Можете смотреть. Выполняется как вперед, в сторону, на месте может выполняться Ахайляр Башланас, Башлайх. Ве. Биреки уч, 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 биреки уч. Олдут саунс. Сопровождается движением рук, о котором мы с вами вначале говорили. Есть. Теперь покажем фрагменты, наверное, комбинацию небольшую, как мы можем с этим работать. В конце будет, мы зафиналим Хайтармой, поэтому еще эти же фрагменты увидите в полной мере. Олду сағолыңыз егетлер. Сау олun. И от такого мужского, такого сильного духом раздела мы переходим к нежному, изящному разделу, к женскому. Женская половина, женская жизнь и вообще все, что связано с женщинами, у крымских татар, как и у других мусульманских народов, на протяжении веков было закрытым. Это нам, с одной стороны, в плане изучения нашей истории, очень большая помеха, потому что очень мало людей могли попасть вообще на женскую сторону и рассказать о том, что там происходит. Единицы иностранных путешественниц именно женского пола, которые могли попасть на женскую свадьбу, на женскую посиделку, нам оставили какие-то краткие заметки. Естественно, изображений женщин, танцующих женщин практически не существует, но вот несколько буквально рисунков, один из которых относится к 19 веку, вот этот перед вами, остались. Как вы видите, позиции рук за последние 150 лет тоже не сильно поменялись, то есть та же мягкая рука, которой мы сегодня пользуемся, она же сохранена. Говоря о женской хореографии, надо сделать тут кардинальное разграничение от мужской. Женщины позволить себе инструментальный оркестр в любое время, в любом виде не могут. Потому что, во-первых, музыканты все мужчины. Во-вторых, вообще, вот это не женская прерогатива, заказывать себе оркестр на дом, это абсолютно не женское занятие. Поэтому люди этот вопрос решили совершенно другим путем, и поэтому мужская и женская хореография во многом это не пересекающиеся вещи. Это вещи, которые столетиями развивались раздельно до 20-х годов 20 века. То есть женская хореография, она вокальная. На сегодняшний день это настолько удивительно звучит, а как это танцевать под пение, у меня люди спрашивают. То есть вы собрались со своими подружками на посиделку, да? То, что это происходило раньше очень часто, потому что люди только так могли проводить свой досуг, у них не было смотреть, что скроллить, зачем наблюдать, они общались, они пели, и они танцевали, естественно. Вопрос ритма решался тем путем, что женщины тоже играли у нас на даре веками. Это то, что мы утратили вообще. Мы на сегодняшний день женщин, исполнительниц на даре у нас вообще не существует. Да и мужчин уже осталось не так много, к сожалению. Ритмическую часть уже в более бедные времена, в советские времена, когда особо консервативные крымско-татарские села еще сохраняли свой традиционный уклад, когда исчезла даре, люди уже табак чалайдлер, да, брали поднос и на нем выдавали ритм. В это время вот у нас крымско-татарская хореография зачастую парная, но парная однополая. То есть двое мужчин танцуют в паре, двое женщин танцуют в паре.
Женщины, когда выходили в центр круга и начинали танцевать друг напротив друга, другие женщины в этот момент пели и держали ритм. Таким образом, у нас появилось десятки и десятки вокальных, танцевальных композиций, из которых очень и очень многие остались в летах, в веках только как упоминания, потому что мы их не сохранили, когда у нас началась такая обширная сценическая культура. Единственный жанр, который смог сохранить какие-то свои очертания вокально-танцевальные, это хоран и мане. То есть это вещи, которые мы знаем, как они происходили. Исключения бывали, когда женщины танцевали под инструментальную музыку. Это позволить себе могли не все. Это были горожанки, то есть у которых был под боком было несколько ансамблей, которые могли обслуживать их какие-то потребности. Музыканты могли играть только двумя путями, как мужчины. Вот это моя одна из любимых акварелей, это уже 20-е годы. Это бахчисарайская художница Нина Жаба. Вы видите, она изобразила, эта женщина была вхожа в крымско-татарские дома, естественно, в женские круги, поэтому могла передать атмосферу, которая там была. Видите музыкантов, которых она изобразила? Они стоят за дверью. Но исключительно из художественных целей она их изобразила так. На самом деле дверь была едва приоткрыта. То есть музыканты женщин не видели, но музыка, которую они играли, естественно, до них доносилась, и они могли под это танцевать. Другой вариант, который зафиксирован очень рано, еще в начале 19 века, здесь в Бахчисарае. Дома у нас здесь двухэтажные, поэтому музыкантов размещали под дверью, под окнами второго этажа. Окна открывались, и музыка, которую они играли, могла доноситься до женщин, и таким образом они танцевали. То есть вот этот маленький подраздел женской инструментальной музыки именно в городах он развивался. Вот эта работа, одна из моих любимых работ, она в лучшие годы висела в этнографической части Ханского дворца. Это работа художника Яновского, он работал уже в советский период. Она на самом деле громадная, она из нескольких кусков состоит, она вот так на всю стену была в Хан-сарае, ее можно было часами разглядывать. Он нарисовал гаремный корпус, одну из комнат, и крымско-татарских городских модниц в их лучших выходных платьях, то есть и запечатлел как раз сцену танца. Вот видите, две женщины встали, остальные сидят, и, естественно, скорее всего, поют мелодию, под которую они танцуют. Советский, вообще вот эта советская парность, советская вот это, ну даже тяжело это назвать эмансипацией, честно говоря, но вот эта вот советская политика везде засунуть обязательно и мужчину, и женщину, чтобы, не дай бог, нигде никаких раздельных танцев не было, она очень сильно ударила по женской хореографии. Мы ее практически, вот если мужская она в каком-то виде еще сохранилась, женская очень-очень сильно пострадала. В 20-е годы, когда еще сильно гайки не затянулись, еще поощрялись какие-то женские хореографические композиции. В частности, такая народно-сценическая постановка, как Дорт Кзоина. Вот вы видите как раз ее. Этот танец на сегодняшний день либо вообще не уцелел, либо уцелел в таком виде, в котором даже непонятно, как он исполнялся. И он тоже танцевался под песню. Песня называется «Харасунанг Дорт Кошесы». Мы ее на сегодняшний день исполняем просто как песню. Мы не знаем, как под нее танцевать, мы под нее не танцуем. То есть этот танец ставился повсеместно в 20-е годы в городах и селах Крыма. Вот здесь, кстати, одна из артисток – это бахчисарайская Сайде Арифова. Та самая, которая во время войны спасла еврейских детей. Вот она здесь, крайняя справа стоит. То есть она еще и танцевала в ансамбле. Постановка была, видимо, отличалась от того, что мы на сегодняшний день видели. Но от нее остались только вот такие фотографии, какие-то маленькие заметки. Чтобы возродить ее, материала слишком мало. И вот, опять же, пример Дорт Кзоина, уже из другого региона Крыма, это Симферополь, то есть то был Бахчисарай. И тоже вот женщины в такой необычной позиции, они держат друг за друга за руки вот так вот полукругом. Я не знаю примеров, чтобы мы сегодня вот так как-то где-то танцевали. В 30-е годы все это закончилось. Вообще национальная составляющая, политика коренизации, которая была в 20-е годы, она максимально стала отодвигаться. То есть никакой нации, мы все единый советский народ, мы все должны плясать одинаково, играть на одинаковых музыкальных инструментах
И все больше и больше стало появляться очень идеологических, дурных таких постановок, где высмеивалась религия. Вот, например, шедевральная, в кавычках, была постановка под мелодию «Оксик Минаре», где на сцене феерично падал с минарета имам. И вот это вот все являлось народу как развитие новой советской хореографии. Вот эта фотография, как раз это, да, остатки Дорт Козуины. Эта фотография была сделана в немецкое время уже, в период оккупации. Очень интересно, то есть потомки этих людей есть, и они говорили, что немцы тогда сгоняли крымских татар на показательные такие фестивали, чтобы делать кадры и отправлять туда, в центр. Вот эти женщины, которые тут танцуют, они вспоминали, что они говорили внукам своим, что вот мы танцуем, а там немцы стоят так по периметру с автоматами. То есть, явление, конечно, совершенно жуткое. И мы плавно подошли к тому, что деформировало нашу хореографию так, что на сегодняшний день мы раздельно танцуем, практически не танцуем, мы не знаем, как это вообще делается. В советское время, в 30-е годы, стали поощряться максимально парные постановки, и везде требовалась именно парность. Вот как здесь. Вот это уже обычный сельский праздник, это село Утус, и уже здесь стоят в паре мужчина и женщина. Это все очень деформировало и движение, и музыку, и темп. То есть женщинам не свойственный мужской темп, женщины не делают мужские движения. Но когда сцена этого требует, а когда вы стоите в паре, так не может быть, что мужчина, например, приседает, а женщина стоит в этот момент. Женщины стали приседать. Это не женское движение. Женщине вообще вот как-то пригибаться к земле это не положено. У нас женщины всегда танцуют приподнято над землей. Вот эти вещи стали полностью видоизменяться. Темп мужской хайтармы стал навязываться женщинам, и вот это вот все плавно разрушило женские основы хореографии настолько, что вот мы сегодня какие-то осколки ее применяем в своей практике, потому что больше нам ничего не дошло. Вот тоже, да, село Судакское явно, горное село, крыши плоские, минареты разобрали. И вот тоже сельский праздник, видите, две пары, мужчина и женщина. Это классическая картина, которой мы вот с 30-х годов и до сегодняшнего дня придерживаемся в нашей сценической хореографии, в сценической культуре и продолжаем вот нести то, что тогда было заложено, не по нашей вине, но вот на сегодняшний день это сформировалось именно так. И вот последняя фотография, которую я бы хотел показать, это одна из моих любимых фотографий. Это Лиман Мурасова и Шевкет Мамутов. Очень мне нравится тут, не знаю, вот, несмотря на то, что если даже говорить о советском периоде нашем, да, вот именно какой-то внешний вид танцоров, вот это какая-то изящность, да, никакой аляпистости в одежде, но тем не менее вы видите высоту платья женского, то есть вот так, но это вообще недопустимо. Но в советское время это уже считалось нормой. Так вот, из-за того, что все вот эти грубые вмешательства в традиционную культуру произошли, женская хореография на сцену вышла впервые именно в советский период, потому что женщина для людей где-то в открыто никогда не танцевала. И в этот же советский период были заложены вот эти основы народно-сценической хореографии. Очень-очень на шатких, валких таких основаниях. Вообще иногда не можешь понять, а чем вообще женское движение отличается от мужского, когда на сцене видишь, что они примерно одинаковые. Старики мне говорят постоянно, которые родились в Крыму, из таких более-менее консервативных сел, куда не могла вот эта партийная верхушка добраться, они говорят, а почему на женщины стали на сцене скакать? Это, говорит, что вообще что? То есть, женщины должны танцевать плавно, мягко, изящно. Они должны прыгать за мужчинами, да, вот есть эти очень характерные постановки Хорана, где мужчины начинают прыгать, и женщины так закидывают ноги назад и бегут, вот как чуть ли не гопаком. Это просто очень-очень плохо смотрится. Поэтому мы сейчас из тех крупиц, которые до нас дошли, вот этого женского изящества, грации, вот этой женской такого мира небольшого, красивого, который мы всегда берегли, к которому всегда относились внимательно. Но на тех немногочисленных фактах каких-то, да, которые до нас дошли, постараемся показать вам принципы именно женского танца, и помогут нам в этом ансамбль Хаял Надироджа. Назиля Халилова и Хатиджа Усейнова. По такой же схеме пойдем. Опять же, женская хореография, как и мужская, на данный момент
основывается на классической хореографии, и все позиции, в основе лежат все позиции из классической хореографии. Что касается ног, также в основе как шестая позиция, так и третья позиция. Да, правая нога впереди, левая нога впереди. В сценической хореографии почему такой принцип? Там правую ногу и левую ногу можно менять для того, чтобы это часто используется, когда вы одним боком к зрителю стоите. То есть, если правым боком к зрителю стоите, левая нога должна быть впереди, левым боком стоите, правая нога должна быть впереди. Это вот основы сценической выразительности. Перейдем к положениям рук сразу. Руки также, положение на поясе схоже по принципу с мужским. Здесь единственное, что мы фаланги пальцев до конца не сгибаем, кулачок собираем, но при этом фаланги пальцев не собраны. И локоть таким же образом отведен в сторону, назад он не заваливается, вперед он не заваливается. Положение рук в пространстве основано на второй классической позиции. При этом рука не выходит выше за уровень плеча, локоть мягкий и кисть слегка развернута тыльной частью. Ладонь при этом также у нас спрятана. Большой палец тянется к среднему. Как вы видели на фотографии, о чем Рифат уже говорил, была раньше распространена позиция там, где у нас указательный палец стремился к указательному. То есть сейчас, на данный момент, это уже утеряно в очень редких случаях, когда мы это видим. Следующее движение, основное движение ладони, это прокручивание, собирание пальцев в кулачок и прокручивание вокруг оси предплечья. Yapamız. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Так, и что примечательно, девушки в крымско-татарской хореографии закрывают ручку, проворачивают только через кулачок. Да, закрывая кулачок, проворачиваем. Руки у нас работают у девушек как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальной плоскости. Ве, биреки, уч, биреки, уч, биреки, уч, биреки, уч. И в вертикальной плоскости снизу ручку будем поднимать. Yapamız. Ве, биреки, уч, биреки, уч, биреки, уч, биреки, уч, биреки, уч, биреки, уч. Это движение также совместно с Рифат Hoca мы проработали, так скажем. Он делает акценты на кинохрониках, и вот это движение взято из кутлахской кинохроники. Девочки кутлахские, да? Да. Я думаю, многим попадалась эта кинохроника, но вот почему-то мы не так акцентируем на этих вещах внимание. Хотя надо. Следующее, к чему мы перейдем, это переменный шаг. В основе тот же переменный шаг, что и мужской в сценической хореографии. Также делаем на полупальцах. И важно, что девушки в народно-сценической хореографии на полную стопу не опускаются в принципе. То есть все мы делаем на полупальцах, и при этом корпус по вертикальной плоскости он не должен колебаться. Да? То есть мы стараемся как можно сильнее смягчить свое движение. В основе лежит шестая позиция. Ручки можно собрать на пояс. Yapamız. Ve 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ve to gerek. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Endi kollarla beraber kızlar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 oldu. Yeter. Также распространено было, как и у мужчин, только в меньшей амплитуде движение плечами. Да? То есть в характер музыки мы в образе передавали и движение плечами. Они менее амплитудные, подчеркивают, опять же, ритмические рисунки. Сейчас покажем также основное движение сарма.
У девушек это меньше отведение вперед, больше рисунок, вот как раз-таки заворачивание вот этого виноградного листа. Описываем полукруг ножкой, носочками. Биреки уч, биреки уч, биреки уч, биреки уч. Дабркере биреки уч, биреки уч, биреки уч, биреки уч. И покажем фрагмент из хутлахской кинохроники, проработаем его в танце и увидите также, как девушки работают плечами. Сауылыңыз қызлар. Ну и так, чтобы подытожить, да, вышесказанное, вот это основа основ, это азы крымско-татарской хореографии. Чтобы говорить о ней подробно, глубоко, во-первых, нужно очень много времени, во-вторых, нужно еще очень много работать, потому что здесь, если в музыкальной культуре мы как-то более-менее сохранились, здесь мы сохранили 10-15% от того, что мы имели. Даже когда мы листаем нотные сборники, которые были изданы в 30-е годы, женский танец хороводный кады-када уничтожен, женский танец яшкас-чехлар уничтожен, два женских взрослых танца, не девчачьих, уже не девушек, а взрослых танца, которые женщины уже зрелые танцевали, кадынлар ойыны или эски кадынлар ойыны уничтожены. Даже музыкальный размер, на который они были, то есть кады-кады в 5/8, мы этот музыкальный размер сейчас не используем. 7/8, 7/8, 7/8, 7/8. Хайтарма, 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 хайтарма. Больше ничего. Но, несмотря на это, вот так вот по кусочкам мы пытаемся что-то собрать. Саулсунлар Усталар из ансамбля Хаял, Саулсунна Дироджа, что вот он старается возродить это, вновь поставить на сцену и как-то вернуть нашему народу, настрадавшемуся за последние 250 лет, настрадавшемуся, вернуть какие-то осколки его танцевальной культуры. И, наверное, мы сейчас сможем показать целиком, да? Саулсунда Земфира Оджа, руководитель ансамбля Хаял. Саулун Земфира Оджа. И Динара Оджа, репетитор нашего коллектива. Машалла Илкезге. Саулнус Баллар, ойынчылар. Саулнус солисты нашей младшей группы из Уйского филиала, которые открыли этот блок с Рифат Оджа. Да, и сейчас мы покажем фрагмент Хайтармы уже полноценно, да?